Золотая осень наступила в Плиевской школе. Прилавки заполнены фруктами, овощами и поделками. Врачи предупреждают, в Ингушетии выявлены первые случаи заболевания многоформной эритемой. Наиболее уязвимы дети и молодежь. Гоуза Цоги «Добрые сказки для детей» Лида Евкурова презентовала свою первую книгу на ингушском языке. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости-24». Здравствуйте. Как правильно собирать летательные аппараты и управлять ими, этому научат в Центре молодежного инновационного творчества «Реновация». Воспитанники этого образовательного заведения уже имеют навыки в роботостроении и 3D-моделировании. Сейчас они осваивают беспилотные авиационные системы. В Центре прошел семинар на эту тему. Слово Мадине Пугоевой. Воспитать новое поколение инженеров-технологов и создать подходящую среду для развития талантливой молодежи. Центр инновационного творчества «Реновация» идет в ногу со временем и осваивает новые горизонты путем организации площадок для обмена опытом. Семинары с участием различных экспертов уже стали для воспитанников Центра традицией. В этот раз ребят учат авиамоделированию. В числе актуальных тем – рынок беспилотных авиационных систем, история и перспективы развития, а также сферы их применения. Если брать Фантом-3 стандарт, с дальностью до 1 километра, там, с камерой 2,7К, то Mi-дрон снимает 4К, дальность намного больше. Воспитанники Центров молодежного инновационного творчества с нескрываемым интересом слушают лекцию эксперта по авиамоделированию. Будущие инженеры-технологи уже сейчас твердо для себя решили, кем станут в будущем. Я собрал свой небольшой, модель небольшого самолета. В будущем я собираюсь сделать его больше, чтобы он был масштабных размеров и можно было запускать. В качестве слушателей на семинаре присутствуют и гости из соседней республики. В их числе не только юные воспитанники Центра, но и инженеры-технологи со внушительным стажем. Юрий Ширикук и его команда, к примеру, авторы новой программы по совершенствованию беспилотников. Проект получил финансирование и успешно реализуется уже второй год. Основная задача – это повысить безопасность полетов, чтобы при управлении полетом, если беспилотный летательный аппарат залетел там за гору, и мы с ним потеряли реальную видимость или связь, чтобы он продолжил свой полет. Если есть препятствие, увидел, распознал его, облетел, и выполнил задание и вернулся обратно. Авиамоделирование стало одним из самых востребованных направлений инновационного творчества. Воспитанники Северостинского центра уверены, молодым и начинающим программистам и инженерам есть чему поучиться друг у друга, а потому такие семинары стоит проводить чаще. Мы сюда приехали уже второй раз в гости к коллегам в Назрань. В рамках школы молодых инженеров мы к вам сюда приезжаем, интереснейшие лекции организовывают ребята. И мы приезжаем сюда не одни, не руководство, а ребята с Фаблаба приезжают сюда вместе. Мы начинаем дружить и надеемся, что это станет таким поводом для того, чтобы появились совместные проекты. Поэтому думаю, что через год нам уже будет чем похвастаться. Кроме теоретической части семинара прошла и практическая. Собравшимся рассказали и показали, как работают беспилотники так называемого мультироторного типа, как правильно подбирать комплектующие и пилотировать летательным аппаратом. Мы постоянно приглашаем наших коллег из других регионов, чтобы была интеграция, поскольку, находясь на одной площадке, коллеги, специалисты, которые работают в определенном сегменте, имеют возможность обмениваться своим опытом, своими знаниями. И таким образом вот эта кооперация помогает нам всем становиться более сильными в этой области, в области технических компетенций. И таким образом наращивать свой ресурсный потенциал. В рамках проекта «Школы молодых инженеров», который реализует Центр инновационного творчества и инноваций, и благотворительный фонд «Свое дело», планирует провести еще несколько семинаров. А осенью следующего года в Ингушетии пройдет масштабный фестиваль, в котором ребята смогут посоревноваться в авиамоделировании, робототехнике, 3D-моделировании и программировании. Мадина Пугоева, Сурхок Кусиев, Новости-24. Очередное дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе «Кавказ».
Сегодня около 9 часов утра автомобиль ВАЗ-2109, ехавший в сторону Карбулака, слетел с дороги и несколько раз перевернулся. Пострадавших по счастливой случайности не оказалось. Водителю помогли выбраться очевидцы происшествия. Причины ДТП пока неизвестны. То ли водитель не смог справиться с управлением, то ли просто уснул за рулем. Статистика аварий впечатляет. По данным ГИБДД, за последние 9 месяцев зафиксировано сотни аварий и пострадавших. Погибших 57 человек. Осень. С этим временем года ассоциируется не только листопад, дожди, но и различные ярмарки. Они проходят как на больших площадках, например, на ВДНХ в Москве, так и в школах. В одном из общеобразовательных заведений Плиева тоже заполнили прилавки фруктами, овощами и различными поделками. Ученики провели собственную ярмарку. Там побывала наша съемочная группа. Разнообразная выпечка, соленья, овощи и фрукты. Эти импровизированные прилавки просто ломятся от изобилия представленных угощений. Ежегодная ярмарка «Золотая осень» проходит здесь традиционно в конце октября, провожая последние теплые дни и славя осень за богатый урожай. Представленные явства приготовлены руками самих же школьников. Конечно же, не без помощи родителей. Ясмина Ведижева вместе с мамой испекла печенье. Я принесла запеченные картошки в маринаде. Многие у нас принесли варенье, картинки, всякие аппликации, затем виноград, фрукты, вот такой вот красивый торт «Башня». Помимо угощений на ярмарке также представлены различные поделки из даров природы, которые школьники сделали своими руками. Каждый прилавок здесь закреплен за отдельным классом. Для ребят это своего рода соревнование, кто больше продаст. И здесь в ход идет все красноречие школьников, а усилия не проходят даром. Семена у нас были орехи, айва, пирог, все было. Мы продали очень много, заработали много денег. Вот наш стол уже почти пустой. Золотая осенняя традиция, как и всегда, объединила учителей, школьников, а также их родителей. Ярмарка сопровождается веселыми частушками, стихами и, конечно же, танцами. Участвуют в основном школьники среднего звена. Все вырученные средства от продажи пойдут на благотворительные цели в помощь малоимущим и многодетным семьям школьников. Дети с осознанием относятся к тому, что они делают, они осознают это и подходят к этому ответственно. Они вносят лепту в жизнь этой школы и в жизнь села. Ярмарка прошла на высоком уровне, оставив после себя много положительных и ярких эмоций от осеннего праздника. Жарайдат Халухоева, Адам Далаков, Новости 24. Бюджетные ассигнования на здравоохранение с учетом средств консолидированных бюджетов субъектов России, бюджетов ФОМС, вырастут до почти 8,5%. Минфин России на своей официальной страничке Инстаграм объявил об открытии рубрики «Бюджет-2018», где будет рассказываться об основных характеристиках бюджета на будущее и плановые 19-20 годы. Таким образом, граждане смогут лично проследить за тем, как будет распространяться расходная часть государственной казны в следующем году. В Ингушетии выявлены первые случаи заражения многоформной эритемой. А в кожвендиспансер обратились уже 2 пациентов с этим заболеванием. Чаще всего этим недугом страдают молодые люди и дети. Лечением эритемы необходимо заняться при первых же симптомах. Иначе борьба с болезнью может оказаться сложной и длительной. Материал Мадины Пугоевой. 25-летняя пациентка, пожелавшая остаться неизвестной, на приеме у дерматолога впервые. Этот визит для нее не самый приятный. К больничным коридорам и запаху лекарств, которые она не любит еще с детства, отныне придется привыкать. Ведь теперь в ее небогатом списке перенесенных заболеваний появилась и многоформная эритема. 2 недели назад, как появились высыпания на ногах, они уже увеличились в размерах. Я к врачу не обращалась. Местная температура тоже есть на место высыпаний. Местами зуд иногда тоже. Ничего не принимала. К таким последствиям привело халатное отношение к своему здоровью. Кожные высыпания за последние 2 недели начали распространяться по всему телу. Поэтому теперь лечить эритему девушке будет гораздо сложнее. А ведь не зря врачи советуют обращаться к ним при первых же симптомах, не пытаться заниматься самолечением и уж тем более не закрывать глаза на сигналы организма о новых болячках. Любой зудящий процесс, аллергический, все мы можем извне внести инфекцию бактериальную. То есть и тогда уже на фоне основного заболевания еще идет сопутствующее
Второй диагноз кожный – это вот там стрептодермия, пиодермия, то есть когда вносим вторичную инфекцию. Чтобы вылечить эритему, необходимо сначала выяснить причину ее возникновения. Для этого медики назначают комплекс диагностических мер, которые позволят еще и проверить, связано ли это с непереносимостью лекарственных препаратов. Учитывают врачи и динамику увеличения в размерах кожной сыпи. Требуется санация хронических очагов инфекции. То есть если есть заболевание ротоглотки, это санация миндалин, консультация лор-врача. И общее обследование, общий спектр анализов – это общий анализ крови развернутый, общий анализ мочи и биохимический анализ крови. Многоформная эритема, как правило, носит аллергический характер. На теле больного она чаще всего появляется как осложнение после перенесенного инфекционного заболевания. Общее недомогание, боль в мышцах и температура – первые симптомы, которые почувствовала девушка, натолкнули ее на мысль о надвигающемся ОРВИ. Однако именно эти признаки могут предшествовать появлению зуда, жжению, а впоследствии и кожным высыпаниям. С наступлением холодов вероятность заболеть этим недугом повышается, поэтому о профилактике заболеваний, в частности инфекционных, стоит задуматься уже сейчас. Мадина Пугоева, Рамазан Зурабов, Новости 24. Новорожденных в России теперь будут выписывать из роддома с подарками от государства. С такой инициативой выступила Общественная палата страны. Минтруд предлагает дарить каждой маме наборы для новорожденных с необходимыми предметами ухода за ребенком, преимущественно российского производства. В министерстве отметили, что эта идея включена в проект плана основных мероприятий до 2020 года в рамках десятилетия детства. Напомню, ранее сообщалось, что 29 мая президент страны Владимир Путин подписал указ об объявлении периода с 2018 по 2027 годы в России десятилетием детства. Лида Евкурова презентовала свою первую книгу на ингушском языке. Она называется «Говзацоги». Труд Лиды должен понравиться маленьким читателям. В книге содержатся сказки с счастливым концом. На презентацию писательница пригласила своих близких и коллег. Там также присутствовал наш корреспондент. Несколько десятков сказок, баек и стихотворений в одной книге. Плод труда ее автора, которая очень тщательно подходила к написанию каждого произведения. Это первый сборник рассказов на ингушском языке начинающей писательницы Лиды Евкуровой. С годами у меня там накопились вот все произведения, которые я писала на родном языке. И вот как раз мне даже подсказали: давай, говорит, у тебя накопились они, произведения твои, давай, говорит, издадим книжку на родном языке. Конечно, я это предложение приняла и решила издать книгу. Книжка моя на родном языке называется «Хитрая лиса». И туда вошли именно детские произведения, там почти нет стихов, но там в основном рассказы на родном языке. Каждое произведение в сборнике несет в себе поучительные моменты. Автор воспитывает в детях такие чувства, как доброта и сострадание к слабым и беззащитным. Книга рассчитана на детей дошкольного возраста и учеников начальных классов. Каждое произведение позволяет маленькому читателю научиться понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Воспитывает такое уважительное отношение к другому человеку. Какой бы маленький он ни был, он человек. Пусть еще неразвитый ребенок, это такой же человек, который живет, даже, может быть, он живет большей духовной жизнью, чем взрослый человек, потому что он постигает мир, ему все новое, ему все интересно. На создание книги Лиду Евкурову вдохновили дети и внуки. Наблюдая за ними, автору захотелось открыть для них новый мир чудес и сказок, которые звучат для малышей по-особенному. На родном языке творческий путь начался 3 года назад с детского журнала «Селат». Произведения Лиды, я ценю их за что? Вот они отличаются тем, что Лида, она не человек, который давно занимается этим творчеством. Но она накопила знаний, много знаний, и человек очень внимательный и наблюдательный. И когда она вокруг себя видит что-то необычное, то, что можно было бы представить на суд читателя, она это не пропускает, эти моменты, и старается их изложить, то ли в рассказе, то ли в стихах. Поздравить с важным событием детского писателя пришли коллеги по перу, прославленные деятели искусства и родные и близкие. Также в зале присутствуют и самые главные поклонники ее творчества – маленькие читатели. Насколько интересны ее работы оказались для школьников, можно понять, послушав, с каким выражением и интересом они читают ее стихи.
Рязи мозын хиначи зулама. Ходу гизгю. Творческий вечер не ограничился одними поздравлениями в адрес писательницы. На сцену вышли артисты эстрады, музыка которых написана на стихи Евкуровой. В свет вышло 500 экземпляров книги, которая совсем скоро появится на полках самых крупных библиотек республики и будет доступна не только научному обществу, но и широкой детской читательской аудитории. А впереди у начинающего писателя еще много идей, которые в скором времени она надеется воплотить в жизнь. Райдат Халухоева, Рамазан Зурабов, Новости 24. В Дворце спорта завершился республиканский турнир по дзюдо. За кубок спорткомплекса боролись 200 спортсменов, все они представители городов и сельских поселений региона. Состязания длились 2 дня. Материал Залимхана Калоева. Финальные соревнования по дзюдо на татами-Б встретились Ачишвили и Чемурзии в весовой категории 38 килограмм 2004 года. После удачного броска победу японам одержал Исмаил Чемурзиев. Я на колени его бросил так. На япон чистый и выиграл. Соперника я не почувствовал, я сразу победил. А тем временем на соседнем татами встретились 2 давних соперника – Пугоев и Плиев. Ребята раньше встречались в Али-Юрте, тогда победу одержал Пугоев. Но на этом турнире удача на стороне Магомеда Амина Плиева. После поражения юноша начал усердно работать над собой и учел все свои прошлые минусы. Подготовиться для Несмотря на то, что соревнования юношеские, атмосфера турнира напоминают Олимпийские игры. Среди жюри заслуженный тренер России Юнус Аздоев, который видит в молодых спортсменах потенциал. Соревнования проходят на хорошем уровне, по известным международным правилам дзюдо. И ребята, как мы видим, очень красивую зрелищную борьбу показывают, хотя и возрастом они очень молодые ребята. Есть будущее, по этим ребятам смотрим и думаем, что дзюдо республики развивается в правильном направлении. Турнир собрал представителей всех городов и сельских поселений региона и проводится по международным правилам. Если же на первом этапе, где участвовали юниоры с 2006 и 2007 годов, удушающие были запрещены, то сегодня главный судья разрешил прибегать к этим приемам. Это объясняется тем, что у участников разная возрастная категория. Вчера участвовало около 330 участников, но сегодня у нас чуть поменьше, 250 где-то участников. Сегодня у нас участвуют ребята 2004-2005 годов рождения. До выхода на ковер Исмаила Илхароева инструктирует его дядя. Исмаил уже и не помнит, как давно увлекается дзюдо. Противник Илхароева – дзюдоист Нальгиев. وزاري أتنك كوتورس دبيرو أتنك وتشيرت تحت زشاق وزاري كوتورس زيدو خذ خيرتها بوكس بتحم وزيو زيدو وتش كذا أحتقد ديك أخو техника дикаху. Дзюдо не такой травмоопасный вид спорта, как бокс и самбо, но и здесь иногда случаются переломы и вывихи. На этот случай дежурят врачи скорой помощи. Этот спорт мне нравится больше всех, поскольку меньше травм, меньше увечий, ну и меньше человеческих страданий, так, с точки зрения медицины говорю. В этом виде спорта не обязательно обладать внушительной массой или физической силой. Главное дзюдо – это перемещение и техника. Сегодня вечером пройдет официальное награждение призеров в 9 возрастных категориях. Первые, вторые и третьи места ждут своих обладателей. Ну а до этого дзюдоистам предстоит приложить еще много усилий. Залимхан Калоев, Адам Долгиев, Новости 24. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.